Память о своем прежнем державном величии не давала им покоя. И вот в 682 году тюркский царевич Кутлук вдруг поднял синее знамя с золотой волчьей головою перед своим полком, состоявшим из 700 всадников, и объявил войну Китаю. Такие события происходили в Великой Степи в 3-4 веке. И как-то раз хану Жужани Дуиданю, в переводе «на полном скаку стреляющий из лука парень», пришло 500 семей во главе с Ашиной с Алтайских гор. И говорят: так и так, ребят, можно мы с вами будем жить, а то неспокойно. А Дуидань говорит: а что вы делать умеете? Ашина говорит: ну мы тюрки с Алтая, мы плавильщики, умеем хорошее железо делать. Железо нам нужно, решили жужжане и присоединили тюрков. Появляется новый народ, которому суждено будет удивить все человечество. Тюрки. Турк или тюрк, тюркют, в переводе крепкий и сильный. Сейчас более 40 народов относятся к тюркской языковой семье, занимающей огромные территории. И они действительно были плавильщиками, на Алтае руда рядом, леса хватает, чтобы уголь получить. И они стали делать железо. Зовут? Ухоу. Или императрица У. Хочу посмотреть, что за красотка Очень такая. жестокая женщина, коварная. Она ненавидела тюрков, считала их грязными, дикими варварами. И сказала: тюрки нам нужны. Мы будем использовать их как солдат. Но никакого уважения к этим варварам испытывать не должно. И тюрки это почувствовали. Обидно, правда? К нам Да. относились как к людям, а сейчас мы просто пограничная стража. Нет, жили они богато. Хорошо жили, в центре Китая были гарнизоны. Но, как говорят казахи, дороже золота для кочевника свобода. Честь дороже богатства. И тюрки подняли восстание. Восстание возглавил Кутлук. Он собрал тюрков, живших в центре Китая, и стал прорываться в степи. За ним бросилась китайская армия. Они загнали тюрков на Алтай. Очень интересно читать отчет полководца китайского. О, императрица, мы покончили с тюрками, мы загнали их в Алтайские горы, где их ждет неминуемая смерть зимой от голода и холода. Ну, наивный парень. Пустили щуку в реку. Вообще-то тюрки происходят с Алтайских гор. Для китайца эти снежные вершины — верная смерть. А тюрки там окрепли, совершили набег на Китай не для того, чтобы разорить Китай, а чтобы освободить других тюрков и увезти их с собой в степь. И когда они это сделали, восстание Кутлуга увенчалось успехом. Возник второй тюркский каганат.